В театрах республики оживление. Начался новый сезон, и зрителей ждут интересные премьеры. В Государственном русском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина готовится новый спектакль по комедийной пьесе «Рэй Ко не слишком женатый таксист». Ставит его приглашенный режиссер Денис Малютин, и сегодня он гость нашей студии. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, часто ли вы ставите спектакли в разных городах нашей страны, и почему выбрали именно Якутск? Ну да, мне, конечно, приходится в своей сфере заниматься тем, что я делаю постановки как приглашенный режиссер. И, слава богу, у меня есть во мне заинтересованность у театров. А Якутск меня привел, наверное, потому что вот мы познакомились с Александром Александровичем, директором и художественным руководителем театра русского. И как-то вот его заинтересовали, видимо, мои работы. И мы как-то вот договорились о том, что вот необходимо в репертуаре вашего театра русского в Якутске поставить комедийную постановку. Ну, мы знаем, что вы связаны с Якутией, в принципе, достаточно тесно. Конечно, и да. Примерно лет 30 назад уехали из нее, здесь все это время жили. Вот каково оно вернуться, ну не впервые за 30 лет вы сюда возвращаетесь, каково оно вновь опять вернуться на родину, скажем так? Вы знаете, ну, конечно, это волнительно. В первую очередь, это очень волнительно для меня было, потому что действительно я долгое время не был здесь, поэтому все воспоминания, все мои мысли, да, которые как бы когда-то были в детстве, вот они как бы всплывают сейчас, здесь и сейчас, уже будучи, ну не могу сказать, что в преклонном, но возрасте, и как-то вот для меня это было действительно волнительно и интересно. И я как бы, слава богу, увидел все, что мне необходимо было, я увидел своих друзей, ну, в Нерюнгри. В Нерюнгри, да. Вот. Ну и, конечно, вспомнил тот климат, который, как бы, от которого я когда-то уехал. Ну, от этого, кстати, вот такой вопрос уже, наверное, более профессиональный. Сложнее или легче, наоборот, работать вот в родном Для земляков крае? Да. готовить спектакль. Но мне кажется, что это больше ответственность прибавляет. Хотя я не могу сказать, что вот как в каком-то другом городе, там, в том же самом Мариинске или в Самаре, да, что она что это менее ответственная работа. По-особенному как-то ответственно. Ну, по-особенному, да. Поэтому вот, конечно, здесь все-таки я стараюсь, ну, и желаю, чтобы зрителю все-таки понравилась моя работа. Ну, вы уже вовсю репетируете, познакомились с артистами. Вот как вы оцените их подготовку, их уровень? Ну, я считаю, что это высококвалифицированный театр и коллектив, потому что с ребятами я познакомился буквально месяц назад, и в работе я увидел действительно очень интересных и талантливых ребят, потому что каждый по-своему индивидуальный, и эта индивидуальность надо как бы пробовать, щупать, искать их, предлагать им. И они, конечно, молодцы, они меня как-то пошли за мной, и это как бы у нас создается хороший, мне кажется, на мой взгляд, творческий тандем в том, что мы делаем. Наверное, у актеров в разных регионах есть свои особенности. Вы здесь уже прочувствовали, заметили какую-то особенность? Что вы имеете в виду? Нет, это же русский театр, в общем, существуют каноны театральные, да, по которым как бы живет любой коллектив любого театра, любого города. Вот, поэтому с чем-то таким необычным я не столкнулся, да, но то, что ребята здесь такие крепкие, в том плане, что я смотрю, они занимаются спортом, активные в этом, и, наверное, может быть, вот это я отметил, что я увидел. Ну, мы знаем, что вы приехали не один сюда. Вот расскажите о своей вот постановочной команде. Кто еще с вами? Да, со мной художник по сценографии, вот, он же у нас и с Настей Глебовой художник по костюмам. Вот, это моя команда, с которой как бы мы уже не первый год сотрудничаем. Вот, мы работали и в других театрах. Вот, и, на мой взгляд, мне кажется, что мы вообще все из Москвы. И я считаю, что это классная команда. И мы в этом жанре уже себя знаем, пробовали. Поэтому я думаю, что зрителям города Якутска понравится наша работа.
Ну, пьеса «Слишком женатый таксист», она ставится в разных театрах страны вот уже на протяжении 15 лет. Вот чем она вас привлекла как режиссера и чем этот автор пьесы цепляет нашего зрителя? Ну, начнем с того, что Рэй Куни считается уже, ну, знаете, давайте скажем в кавычках, русским классиком, потому что он ставится, не только эта пьеса, но и другие ставятся практически в каждом театре России. Почему? Это комедия положения, это комедия. Это некий такой жанр, понимаете, театр развлечений. Я считаю, что, конечно же, мы как театр несем миссию все-таки просвещения и созидания, да, но есть еще моменты развлечения. То есть в театр зрители приходят отдыхать еще. Вот. И мы считаем, что как бы вот эту миссию тем самым и выполняем. Почему Рэй Куни? Почему мне нравится? Во-первых, драматургически четко сложенная пьеса, потому что Рэй Куни сам из театра человек, и он прекрасно знает все законы и драматургии, и сцены, поэтому здесь прописано все досконально, и я считаю, что работать с таким материалом артистом это очень большой положительный как бы опыт для артиста в первую очередь. Ну вот немного о самом спектакле, да, вот каждый режиссер видит как-то, ну, немного по-своему, да, и, соответственно, преподносит это по-своему. Вот тем зрителям в Якутске, которые еще не знакомы с этой пьесой, с этим спектаклем, да, вот немножко расскажите о ней, вот так вот чуть-чуть, чтобы... Что будет там вот, необычного, скажем так? Ну, знаете, я сюжетно, И конечно, я не буду конечно, рассказывать. да. Потому Это что, пусть останется, да, как говорится, да. чтобы увидеть своими глазами, а так вот, чтобы вот прям вот... Анонс, трейлер такой небольшой. Но вот мой взгляд на эту историю в том, что мы все люди свободные и делаем сами свой выбор в свободе, в отношениях, в жизни, в отношении к жизни, к музыке. И этот спектакль, я предполагаю, более музыкальным, танцевальным и пластически более раскрепощенным, чем это может быть как бы в каких-то там, ну вот, если это место действия у нас Англия, Лондон, да, то есть мы не соблюдаем те как бы вот принципы английской жизни, чаепития, да, но там это будет присутствовать. Поэтому я считаю, что это должно быть очень легкой, необыкновенно легкой историей для меня и для зрителей. А вот основная фишка в чем будет? Основная фишка в чем? Стилистика. Внешне и как бы и внутренне. Для актерское существование будет другое, формат другой, поведение людей на сцене. Да. Давайте скажу так, это будет примерно стендап. Интересно. Каков он сейчас современный зритель, и он предпочитает все-таки больше ходить на комедии или в зал собирает какие-то иные постановки? Вы знаете, разные. Каждый человек идет в театр за своим. Поэтому кто-то действительно приходит задумываться над чем-то, над какими-то вещами, кто-то отслеживает какую-то тенденцию новую театральной какой-то сферы и жанра. Вот. Поэтому как-то разделять их как бы на какие-то категории, наверное, нужно и можно. Вот. Но что больше для зрителя важно? А вы вопрос какой задали? То, что... Какой он зритель? Какой он зритель современный? Да, современный вообще, да. Он разный. Я считаю, что мы должны для всех быть. Репертуарный театр должен существовать для всех поколений, для всех возрастов. Денис, ваши коллеги и режиссеры часто сетуют на отсутствие хорошего материала. Вот вам, как режиссеру, хватает тем, авторов, и что еще планируете поставить и где? Ну, я бы не стал беседовать, потому что я считаю, что литературы мировой достаточно много для того, чтобы для себя открыть что-то новое. Также я открыт спокойно и работаю с удовольствием с современной драматургией.
которая тоже, считаю, на мой взгляд, бывает порой интересной и важной, потому что театр должен быть актуальным в наше время, актуальным. Зачем мы приходим в зрительный зал? Для того, чтобы себя как-то увидеть со стороны. Это такое все равно зеркало, понимаете? Театр — это зеркало, ну, в моем понимании. Поэтому я бы не сказал, очень много литературы, очень много драматургии, которые хотелось бы мне поставить. Ну, я человек разножанровый, я делаю и сказки, ставлю. Вот, последняя у меня была, это «Аленький цветочек», который я поставил. Вам тем хватает? Тем достаточно, конечно. Главное, чтобы это был какой-то мой внутренний отклик на это. Денис, а как относитесь вообще к критике? Я вот знаю людей, которые очень любят ходить по театрам, и в один какой-то момент они сходили, не знаю, на какой спектакль, что-то им там не понравилось, и сказали, больше туда не ногой. То есть прям вот сказали, вот не то, не наше это вот. Прямо это вот тот же спектакль, который его показывают в разных театрах, но именно в исполнении этого там, режиссера, предположим, определенного, он не зашел, как говорится, Ну, вот современным видите, языком. понимаете, это вот настолько сугубо индивидуальная вещь, вот, и как-то критиковать. Внутренне как бы есть какая-то цензура у каждого человека, да, что-то принимается, что-то не принимается. Мы говорим сейчас, если говорить о пошлятине или не пошлятине со сцены. Так вот, как бы есть какой-то внутренний ценз у каждого из нас, у режиссера, у актера, у зрителя. Поэтому, как бы, если это сходится в одном едином как бы, системе, тогда это получается. А к критике я отношусь всегда положительно. Я всегда выслушаю то, что чего-то я, может быть, не доделал, чего-то я не досказал. Да? Зритель всегда диктует какие-то свои условия. Вы прислушиваетесь, значит, да? Прислушиваюсь. А да. к одному и тому же проекту возвращались спустя какое-то время? Ну, то есть, У меня был единожды случай, когда я возвращался, да, я делал два спектакля в Новосибирске и в Уссурийске. Я делал спектакль «Мамочки» по пьесе Зуева, современная драматургия, да. Тема чеченской войны и матерей. Ну и завершается у нас год театра. Что он принес лично для вас и для театров? Что для меня принес лично? Ну, во-первых, путешествие, да, которое как бы я совершил в этом году, именно театральное, по своему спектаклю. Ездил на 3 постановки. Если говорить о себе, да, то есть как бы я считаю, что я в этом году достаточно хорошо продвинулся в плане видения профессии своей, которую я никогда не остановлюсь изучать, я буду познавать ее. Я не могу сказать, что я чего-то достиг уже, вот, но какой-то некий этап я в этом году получил. Денис, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. О современном зрителе, о новом для якутян спектакле по комедийной пьесе Рэя Куни «Слишком женатый таксист» мы сегодня говорили с режиссером Денисом Малютиным.